Assalamu alaikum, hurmatli seyirciler. Akşam şerifleriniz hayırlı olsun. Açıklaf programması efirde ve men onu alıp barıcısı Leviza Sedbilalova. Yakınlarda Sak şehrinde birinci regional milletler ara yaşlar forumu olup geçti. Forumun serlevası vmeste oldu. Gerçekten de forum bayağı müzakerelerini doğurttu ve işte bizim programımızda bu mevzunu artta kaldırmayıp stüdyamızga bugün Sak şehir memuriyetinin yolbaşçısının muavini Şerif Osmanov'unu davet ettik. Шериф Бей, салям алейкум, хош келдіңіз. Алейкум салям. Шериф Бей, форум позади, серьезная подготовка была к форуму. Что бы хотели спросить прежде всего, кто был инициатором форума? Откуда вообще зародилась такая идея провести именно молодежный форум? У нас, благодарю вас за приглашение на вашу телепередачу. У нас есть в городе муниципальная программа, которая называется «Саки. Город дружбы». И в рамках этой программы у нас была предусмотрена строка проведения межнационального молодежного форума. Эта идея совместная наша, моя личная и моей команды, которая работает со мной, именно вот в таком формате региональный молодежный межнациональный форум. Над названием мы думали очень долго, буквально несколько дней в таких жарких дебатах обсуждали, и каждый давал свои варианты, мозговым штурмом вырабатывали все-таки эту идею, и пришли к выводу, что самое лучшее и актуальное сегодня это вместе, да, потому что мы живем в многонациональном Крыму, где около 175 народов, и всегда проживало много народов, и поэтому сегодня очень важно быть вместе и развивать нашу республику тоже вместе. То есть инициатор вы? Инициатор я, моя команда, да, и в целом вообще администрация города Саки. То есть организаторами вообще форума выступили администрация города Саки, и у нас есть муниципальное бюджетное учреждение, называется Центр культуры, досуга, молодежи и спорта. Это молодые, инициативные, креативные ребята, которые каждый на своем уровне отработал максимально, и мы реализовали серьезный проект, я считаю, я сейчас более подробно расскажу о нем, вот сам этот форум. Знаем, что у вас в Саках есть общественная организация «Вместе», наверняка она тоже принимала участие в подготовке. Расскажите вот об этой организации. У нас не в Саках, у нас создано региональное общественное движение в сфере гражданских инициатив «Вместе». Оно имеет статус регионального, то есть работает на территории Республики Крым. Но основной состав, костяк этой организации проживает в городе Саки. И это движение не выступило в роли организатора. Единственное, то, что были участники от движения «Вместе», принимали участие в форуме, и спикером был на одной из тем председатель движения «Вместе» Сергей Капица. Ну, Шериф Бей, провести двухдневный форум – это нелегкая задача, скажем так, да? Вы наверняка начали заниматься этим задолго до форума, наверное, понадобилось несколько месяцев, да, возможно. А кто помог с организацией? Около 2 месяцев мы подготавливались к этому форуму. Организовала по большому счету форум 8 человек. Это начальник отдела межнациональных отношений Арсен Аметов и сотрудники Центра культуры, досуга, молодежи и спорта. Ольга, Ленара, Аня, Лена, вот по именам специально перечисляю, потому что действительно ребята отработали. Игорь, Дима, все ребята, которые действительно, и у нас межнациональный состав центра, и ребята русской национальности, крымско-татарской национальности работают в центре. И вот этими силами этих ребят мы сегодня реализовали этот проект, и 2 дня действительно, вот у меня до сих пор сегодня такое приятное послевкусие после этого мероприятия. И те отзывы, которые я читаю в Фейсбуке и в других социальных сетях, они добавляют, усиливают мое это чувство. Действительно, я понимаю, что мы реализовали серьезный проект, который не только носит какой-то ситуационный или разовый характер, а действительно превратится в некую площадку, на которой будут вырабатываться рассматриваются какие-то актуальные вопросы, вырабатываются пути реализации этих вопросов. И я думаю, что мы достаточно успешно стартанули и даже так не то, что даже перевыполнили, а, скажем так, переросли ту идею, в которую мы изначально планировали, то есть думали регионом каким-то ограничиться, но в итоге эхо проведения этого форума сегодня слышно уже и в Москве, и вчера буквально глава республики оценил эту работу и похвалил нашего главу администрации, он сегодня на аппаратном с утра об этом сказал, то есть уже слышали. И сегодня, кстати, сейчас проходит в Астрахани Совет по межнациональным отношениям при президенте Российской Федерации.
где принимает участие президент региональной общественной организации «Инкишаф» Искандер Белялов. Он является членом этого совета, он выступает там с докладом. И вчера по электронной почте я ему направил резолюцию этого форума, и Искандер Ага сегодня, я думаю, что предоставит президенту эту резолюцию, и она дойдет до него. То есть вы представляете, какой уровень маленького регионального форума, какое эхо от него звучит, да, везде. Шерифбей, о резолюции поговорим позже, но говоря сейчас о целях и о задачах форума, какие вот цели ставил ваш форум, и сегодня вот уже можно говорить о том, удалось ли их достичь? Ну, цель это основная, это гармонизация межнациональных отношений в Крыму, да. То есть какая аудитория была форума нашего? Это представители разных национальностей, представители различных национально-культурных автономий Крыма. Это были и молодые депутаты, это были и общественники, и люди бизнеса. То есть сегодня какая наша задача основная? Да? Научить людей жить в Крыму вместе, решать вопросы вместе и решать какие-то проблемные вопросы тоже вместе. Очень долгое время нас, крымчан, пытались, да, стравливать друг с другом, пытались провоцировать, и наш мудрый крымский народ, он выстоял во всех этих провокациях, не дал повода и сохранил ту межнациональную стабильность и понимание внутри региона. И вот эта площадка, наш форум, я действительно для себя убедился, что молодежь сегодня мыслит совершенно по-другому. Она мыслит по-новому, она мыслит креативно. И вот когда мы были на этом форуме 2 дня, у нас стирались рамки национальности, вероисповедания. То есть мы были все объединены вокруг идеи одной. Да? Это форум, это вместе. И пытались вот научить за эти 2 дня молодежь, что нужно все делать вместе у нас в родном Крыму. Это наш общий дом, где мы должны вместе жить, развиваться. Поверьте мне, хватит всем всего, и мы можем полноценно реализовывать все свои проекты, которые мы захотим. У нас были на форуме представители караимской общины, да, уникальный народ, сегодня он гибнет, к сожалению, да, чуть более 500 носителей всего этого народа осталось в Крыму, и очень важно, исторически важно сохранить их культуру, традиции, уже как, наверное, памятник истории какой-то. И вот представители этой общины на форуме также подняли вопрос о создании такого проекта Центра караимской культуры, вот, где будут где будет сохраняться культура, традиции, язык народа. Когда мы общались на форуме, и караимы разговаривают на одном с нами языке, да, у нас один язык, и так приятно слышать, и действительно понимаешь, что это другая культура, другие обычаи. То есть я сам за эти 2 дня вырос. Вот в профессиональном плане, в каком-то, в таком больше философском, может, даже плане вырос для себя, много чего подчеркнул. Когда общаешься с этой молодежью, они реально безбашенные, они вот просто сумасшедшие в плане, да, они не ограничены, не завуалированы чем-либо, какими-то, знаете, политическими моментами или еще чем-то. Они свободны в своих мыслях, свободны в своих идеях, у них есть достаточно креативные, интересные идеи. И мы самое интересное, что по итогам нашего форума у нас родилась резолюция, да, то есть форум был не просто площадкой, где люди приехали, познакомились, там, пофоткались и уехали, а есть какой-то итог, и этот итог сегодня, если мы перейдем плавно к резолюции, да, я вам скажу, что этот итог доходит уже до высших руководителей нашей республики и нашей страны. И сегодня, я еще повторюсь, резолюция уже находится, я думаю, что сегодня она будет передана президенту Российской Федерации. Завтра мы направляем резолюцию главе республики Сергею Валерьевичу Аксенову, потому что она состоит из 7 пунктов. Вот, и там есть пункты с очень важными для крымчан вопросами. Аудитория нашего форума была достаточно разнообразно. Мы изначально ставили ценз возрастной, да, от 18 до 35 лет. Но были заявки, я вам так скажу, что у нас было ограничено по количеству людей, это 70 человек мы ограничивались, и заявок было больше во много раз, мы многим отказывали, к сожалению, не получилось им попасть на форум. И были люди, которые превышали этот возрастной ценз, но у них было огромное желание принять участие. Мы сделали исключение для 5 человек, и эти люди достаточно тоже успешно разбавили наш форум. Шерифбей, знаем, что у вас еще были почетные гости на форуме. Я говорю, в частности, о председателе Всероссийского межнационального союза молодежи Кантемира Хуртаева. Расскажите
об этом. Ну, хочу сказать, что наш форум, во-первых, открыли, да, глава администрации Андрей Николаевич Ивкин и президент общественной организации «Инкишаф», член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Эскендер Габелялов. То есть это уже подчеркивает статус форума, да, что к нему привлечено такое внимание. Также было 12 спикеров, очень интересных, разнообразных, именно и людей тоже как бы весомых в нашей республике, каждый на своем уровне. Это был и заммуфтия Садулла Баиров, да, Али Вячеслав Сергеевич Полосин был на форуме в роли эксперта. Это была и Оксана Лобода, зам генерального директора телеканала «Миллет». Кстати, тоже интересно выступила, и аудитории понравилось. Это были и ребята, общественники. Если мы вот смотрели встречу президента России в Крыму на заседание, да, форума действий, там был один из вопросов по поводу спортивных площадок. Его задал Николай Рант. И этот Николай Рант, он у нас был как раз на форуме, проводил мастер-класс. И вот он, скажем так, выбил из бюджета 500 миллионов, Владимир Владимирович Путин, да, дал 500 миллионов рублей на строительство этих спортивных площадок, установку. Вот, то есть вот такие интересные спикеры были. Один из этих спикеров был Кантемир Хуртаев. Я его знаю, до этого знал давно, ну как, относительно давно. И мы по последнем его приезде в Крым договорились, что он приедет к нам, примет участие в форуме. Я тогда сказал, что это было месяц назад, я сказал, что у нас будет форум и хотел бы тебя видеть. Он откликнулся на эту идею, ему понравилось, он сказал, я приеду один день, дам интересную какую-то информацию и совершенно как бы безвозмездно. И я понял, после того, как я его провожал, я понял, что действительно он впечатлен. И он для себя Крым увидел с другой стороны, он видел, насколько активны крымчане. И он понял, что да, действительно, сегодня Крым не такой, как другие регионы. У нас своя специфика, свои плюсы и своя уникальность. Я благодарен и Кантемиру Хуртаеву за то, что он приехал, принял участие в форуме, и люди были довольны его выступлением. Он у нас был спикером на двух темах. Это интернет и СМИ как инструменты воздействия на межнациональные отношения, где и Оксана Лобода была со-спикером. И тема грантовая поддержка НКО, одна из тем была. Кроме того, у нас на форуме были темы «Молодежь и религия», где был у нас представители православной религии, отец Иван, и заммуфтия Садулла Баиров, а экспертом был Али Полосин. Вот, достаточно интересная, сложная тема, но по итогам этой темы у нас даже появился один из пунктов, положенный в резолюцию. Я сейчас озвучу его. И у нас была тема «Многонациональный Крым. Культура, традиции, обычаи народов. Что объединяет, что различает крымчан разных национальностей». Спикерами были Поляков Владимир Евгеньевич, очень интересный спикер, несмотря на свой возраст, ему, по-моему, 70 лет, но он действительно заводит аудиторию, и люди буквально смотрят с открытыми ртами, слушают его, да, то есть он очень интересен. И Гулливер Алтын, он тоже был очень интересным спикером, и я ему благодарен за то, что он приехал, поддержал нас. Тоже человек, который не безразличен к истории Крыма. Вот. И также были у нас мастер-классы вот, от Николая Ранда, от Сергея Капицы. Также еще два спикера было, это Сарапулов и Айрапетова. Вот у меня даже этот перечень, у нас вот такие брошюры были, где мы указывали всех спикеров. Шерифбей, скажите, а вот участниками форума стали только крымчане или это были и представители других регионов Российской Федерации? Значит, мы акцент делали именно на регион Крым, то есть приглашали крымчан. Это были представители таких организаций, как Инкишаф, Российский союз молодежи, Общественное движение Хорым, национальная культурная автономия, это немцы были у нас, евреи были, караимское общество было, казаческие общества представляли. Потом у нас были руководители структурных подразделений, отвечающие за межнациональные отношения в регионах. Это у нас и город Армянск, Советский район, Судак, Симферопольский район, город Симферополь. Эти регионы, евпаторийские депутаты были молодые, приняли участие в нашем форуме. Значит, были студенты двух наших техникумов. То есть, ну, достаточно разнообразная аудитория была, и тем она интересна. Шерифбей, а не думаете в будущем выйти на всероссийский уровень? Я, честно сказать, после форума так ощутил, что мы уже на всероссийском уровне. И, да, мы думаем об этом, и в резолюцию, вот если плавно переходя к ней, да, мы, значит, приняли 7... Давайте уже перейдем к резолюции.
Значит, мы приняли 7 пунктов резолюции. Первые пункты — это, значит, обратиться к главе республики о том, чтобы включили данный форум в ежегодный план крымских мероприятий, чтобы он был по линии реализации государственной молодежной политики был в плане мероприятий. Второе, мы создаем рабочую группу, обращаемся в фонды с заявкой на получение гранта. Чтобы сделать еще на более качественном уровне этот форум, нужны ресурсы более серьезные, чем у нас были выделены в бюджете города. Поэтому вот мы хотим сейчас, софинансирование города будет однозначно, и попробовать поучаствовать в гранте, чтобы сделать форум, во-первых, географически шире, как вы правильно спросили, во-вторых, по составу количественному больше. Ну и в-третьих, чтобы мы могли приглашать и спикеров не только крымчан, но еще и с материковой России. Вот. Потом следующие резолюции форума. Значит, была у нас одна из резолюций — создать рабочую группу о написании концепции вот, по внедрению вот этой идеи вместе. Все-таки у меня вот витает эта мысль, и я и с Поляковым общался, и Владимиром Евгеньевичем, у него тоже есть такая идея. Значит, мы хотим некую собрать рабочую группу из числа вот, спикеров, участников форума и проработать, в чем вот эта идея вместе. Да? Вот у нас уже есть движение вместе, у нас есть форум вместе. И вот дальше, что дальше? Да? То есть мы хотим определить для себя и для общества, чтобы мы понимали, как мы развиваем Крым в экономическом плане, в социальном, в политическом и в других вопросах. То есть сегодня вот этот тренд вместе, он как бы ключ к той двери, которая ведет к успешному развитию Крыма. И вообще у нас как бы лейтмотивом всего вот форума была фраза нашего уважаемого общественного деятеля, политика Намана Челебиджихана, сказанная 99 лет назад, в 1917 году, да, что крымские народы — это как цветы, розы, я дословно и говорю, розы, тюльпаны, лилии, и вот эти цветы — это русские, крымские татары, армяне, болгары, все народы, которые проживают на территории. Наша цель — собрать их в некий, да, букет, получить вот этот приятный, изящный аромат и сделать из полуострова Крым такую современную Швейцарию в плане того, что такую успешную территорию. Поэтому вот эта фраза, она у нас была на программе, на экране, то есть мы вокруг этой фразы вот крутили вот эту идею вместе. Следующие пункты резолюции, значит, один из важных пунктов, он был поднят на одной из тем, это завершение процедуры возвращения исторических топонимов в республике. Да? Мы обратились к президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину и главе республики Сергею Валерьевичу Аксенову взять на личный контроль процедуру завершения возвращения исторических топонимов. Да? Это и города, поселки, населенные пункты. Вот. И я думаю, если это будет на личном контроле глав и президента, главы и президента, то этот вопрос быстрее будет решаться, поскольку мы сегодня понимаем, что помимо исторической справедливости мы еще и занимаемся вопросом, да, туризма, да, то есть экзотической привлекательности Крыма. Сегодня Крым действительно уникален, и эту уникальность нужно показывать. И вот Поляков эту тему очень остро там поднял на форуме, и по итогам мы приняли этот пункт в резолюцию. Следующий пункт был, это на одной из тем «Молодежь и религия» поднят вопросы обучения основам религии в школах. Значит, мной было лично как бы промониторена ситуация в нашем городе, как преподается урок основы религиозной, культурной, светской этики. Я крайне не удовлетворен, и поддержали меня многие как бы, и участники форума, которые являются родителями детей, которые обучаются в школах. То есть сегодня педагоги не понимают этот предмет, дают его, я считаю так, что неквалифицированно, и это поддержали и заммуфтия Садулла Баиров, и отец Иоанн, представитель православной церкви. И мы решили, что сегодня нужно обратиться в Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым о том, чтобы, во-первых, этот предмет сегодня как обязательный только в 4 классе, а мы обратились, чтобы с 4 по 11 класс как основной предмет. И, во-вторых, привлекать к преподаванию данной дисциплины квалифицированных специалистов, либо специалистов из числа духовенства с соответствующим педагогическим образованием. Вот мы выяснили, что у нас в муфтияте, в Духовном управлении мусульман Крыма, сегодня есть специалисты, имеющие и теологическое образование духовное, и светское педагогическое образование. И они готовы сегодня преподавать в школах эти предметы. Вопрос, что администрации школ, городов, они сегодня неохотно идут на вот этот диалог. Поэтому мы вот этим пунктом в резолюции, сегодня будет письмо министру с приложением этой резолюции, мы думаем, что этот вопрос сдвинется с места. Следующий пункт был совместно с телеканалом «Милет» по результатам
панельной дискуссии, где спикером была Оксана Лобода, было такое предложение, значит, разработать концепцию молодежного проекта, нацеленного на гармонизацию межнациональных отношений. Что это будет, я пока не знаю. Вот я сегодня поручил своим ребятам подумать над этой идеей. Совместно с Милетом я думаю, проговорим с руководством, встретимся, проговорим о концепции. Я думаю, что это должно быть интересное, новое. Вот, да, разнообразие такой контент Милета, именно вот расширить рамки аудитории, сделать вот акцент на молодежь, чтобы это были знакомые, известные люди в своих регионах, да, там в спорте, в политике, в бизнесе, и вот обсуждать какие-то актуальные темы. Это может ток-шоу быть, или это формат какой-то дискуссии, диалога, как мы сейчас с вами, либо, может, другого формата какого-то, пока не готов сказать. Но вот такая идея понравилась всем форумчанам. Кстати, мы задали вопрос, сколько из вас смотрит телеканал Милет, да, поскольку Милет, хочу сразу воспользоваться, да, эфиром, поблагодарить, вы выступили, ваш телеканал выступил информационным партнером форума, и вот мы обратились к аудитории, сколько людей из вас смотрит Милет. Ну, практически процентов 90 подняла руку, то есть сегодня смотрит телеканал Милет разных национальностей. Вам приятно. Да, поэтому я вот как бы и вам желаю наперед, да, идти дальше вот в ногу со временем, развиваться, и поэтому я думаю, вот эта идея с молодежным проектом, она усилит и расширит аудиторию вашего телеканала, что хотелось бы, да. И еще один из пунктов у нас был, это тоже направить обращение главе республики Сергею Валерьевичу Аксенову о том, чтобы он рекомендовал главам администраций городов и районов Крыма вести при глав администрациях, создать такие межнациональные молодежные советы, куда включить молодежь разных национальностей. У нас есть созданы советы по межнациональным отношениям при главах, но там в основном у нас люди старшего возраста, и они представляют общины, да, но вы сами понимаете, а молодежь, она более раскрепощенная и свободнее, и ей нужно отдельные какие-то структуры, где она не будет вот сидеть под, скажем так, вот оком старшего поколения, ей нужна свобода, и тогда она может давать хорошие какие-то идеи. Поэтому вот такая вот рекомендация будет, я думаю, глава республики поддержит эту идею. И, в общем, вот такая резолюция 7 пунктов сегодня расходится вот по всем институтам, там, где она должна быть реализована. Шерифбей, видим, что действительно резолюция очень обширная, очень интересная. Наша программа, к сожалению, подходит к концу. Вот в итоге, может быть, какое-то обращение сделать к крымчанам? Крымчанам хочу сделать обращение. Первое, это сегодня Крым – это наш родной дом, где есть место всем народам и всем людям, которые считают себя крымчанами, которые любят эту территорию и которые хотят успеха этой территории. Поэтому призываю вот, работать вместе, сообща, работать на благо, на созидание, и у нас все получится. Хочу вот, как бы поблагодарить, да, людей, которые сегодня действительно делают в Крыму, строят межнациональную политику и в Российской Федерации, и не дают повода для каких-либо провокаций, либо каких-то неправильных действий. Вот я на форуме тоже приводил пример. Наш регион был таким как эталоном, да, вот, соблюдения этого межнационального мира, и колоссальную роль в нем сыграл Искандер Агабелялов, который просто сплотил, объединил, и вот в таких договорных отношениях с представителями других народов мы просто сохранили мир в то время, когда здесь, возможно, были какие-то моменты. Поэтому я просто хочу еще раз всех нацелить, что мы, крымчане, разных национальностей, в этом наш плюс, разных вероисповеданий. И сегодня мы видим, что строятся храмы, и церкви, и мечети, и соборная мечеть строится. И вот в таком ключе мы должны развиваться вместе, стремиться к успешному развитию Крыма. Шерифбей, чок сағылыңыз за интересную беседу, успехов вам во всех ваших делах. Сағылыңыз. Құрметлі сeyirciler, мен сізге хатırlатам, бүгін студиямыздың мұсафыры Сақ шер мемориет елбашчысының муавины Шериф Османов еді. Ачықлав программасы бойлы лекнен бір аптаға қадар сағылықлаша, көрішмек үзіре, сағылықнен қалыңыз.